Уважаемые коллеги, вы же знаете, что вам нельзя бить учеников. Но почему вы это делаете? Это связано с эмоциональным состоянием. Имейте в виду, вы когда подходите к ученику и чувствуете, нагнетается же обстановка. И есть такое понятие, как в эмоциональном интеллекте, когда ты ведешься на состояние ребенка. То есть ребенок настолько уже злой, дома что-то у него не так, и плюс еще учитель со своими какими-то правильными-то требованиями. Но у ребенка уже внутри столько агрессии накопилось и злости, но он же ничего не скажет учителю, он не имеет права, тем более ударить не может. А ребенку хочется, это естественная реакция, защититься. И получается, иной раз учитель просто ведется на эту эмоцию и бьет ребенка. То есть этот здесь как раз эмоциональный интеллект и очень важен. Как вести себя учителю, когда ты злишься, когда ты тоже наполняешься агрессией. И как еще, знаете, бывает, говорят, хоть психологу, хоть учителю, ты с чего злишься, ты же учитель, ты же не имеешь права. А на самом деле учитель, он человек, он имеет право злиться. Другой вопрос, мы учим, есть один такой доступный очень инструмент, который мы показываем и тренируемся на наших тренингах. Всегда важно знать и быть такое понятие присутствующим. Я здесь и сейчас, я злюсь. Ты можешь даже озвучить это перед детьми. Я рассердилась, я разозлилась на твое поведение. И уже то, что ты это озвучила, злость наполовину может из тебя выйти. А если ты еще вдох-выдох сделала, что же будем делать-то в этой ситуации, с ребенком? И у него агрессия уйдет. То есть очень маленькое действие, но его нужно потренироваться. Учителя многие, которые бывают на тренингах у нас, они говорят, этот принцип «я здесь и сейчас» помогает везде и в семье. То есть я, говорит, со своими детьми теперь дома, со своим мужем по-другому общаюсь, потому что вдох-выдох сделали. И не страшно, если учитель даже при детях скажет «я разозлилась». Это естественная реакция. Вы как, дети? Дети посмотрят, скажут, да, учитель тоже человек. То есть агрессия – это всегда сигнал о помощи? Да, да. Хотя бывает, есть дети, которые могут перенести, и мама там 5 раз ударит, и слова какие-то скажет. Ребенок это эмоционально устойчивый, он может это перенести нормально. А есть дети с такой силой воли, что одного только маминого, одной пощечины хватит для того, чтобы девочка из дома ушла. То есть настолько она себе цену знает, настолько она ранима, что это может такое случиться, может уйти из дома. Для родителей могу сказать, есть такой призыв хороший, перестаньте воспитывать детей, воспитывайте себя, наблюдайте за собой. Если ребенок что-то делает не так, если ребенок что-то проявляет, есть причина на этот поступок. Просто разговаривайте с ребенком, спрашивайте, что происходит, что случилось. Ты сейчас злишься на меня? То есть разговаривать с ребенком и понимать, у него есть причина, почему он себя так ведет. То есть здесь тоже важно человеческое понимание своих детей. Дети – это личности, они проживают все наши, я могу сказать, они более, наверное, бесправные, чем взрослые.